Напишите кто-нибудь, слышно меня или нет сейчас. Напишите, пожалуйста, меня слышно или нет. Да, слышно, да? Салам алейкум вам всем, друзья и враги. Я вчера ночью выпустил очень неудачный видеоролик, так не вполне разобравшись. Вот, увидел этих ингушских стариков, вот, сидящих и стоящих во втором ряду. Большая группа, человек 20 их, по-моему, было. И обманулся на степенную, мудрую речь Султыгова Сираждина, видимо, предводитель дворянства ингушского. Вот. И, в общем, просмотрел разок-другой так бегло ролик с места событий и горячо поддержал этого Сиражди Султыгова. Вот мне вскоре сбросили мои знакомые, друзья, 2 ролика с записью, с обращением Сиражди Султыгова, ну, ранее, вот, где он выражает свое отношение к чеченскому народу. Вот, вы знаете, я послушал эти 2 ролика и чуть волком не завыл. Ну, во-первых, в одном ролике он оправдывает вот эти вот помои Идриса Абадиева, вот помой на чеченский народ, который он вылил. Вот. И тут же, значит, оскорбляет ингуша, видимо, студента высшего учебного заведения мусульманского в Малайзии, за то, что этот студент в соответствии с законами шариата разобрал книгу, проанализировал книгу этого Абадиева и дал правдивую, объективную рецензию на эту книгу. То есть осудил вот этот пасквиль. Вот, за это, значит, вовсю кроет этого студента, кроет этот Сираждин Султыгов, вот, при этом лжет нагло, как последняя сплетница, что вот чеченцы до Абадиева, чеченцы там, ну, оскорбляли ингушский народ там, и так далее. Я покопался и в своей памяти, и у знающих историков поспрашал. Никогда ни один чеченский историк не поливал этими абадиевскими помоями ингушский народ. Вот, никогда. Вот самое страшное, обидное, оскорбительное, что стало ингушам, что чеченские историки вот, утверждают, что ингуши, ингушские фамилии были, ну, произошли от чеченских тейпов. Там Дишни, там, и другие тейпы. Но это они утверждают на основании исторических документов. Вот, прошлого столетия, позапрошлого столетия. На основании ученых, выводов ученых, в том числе и ингушских, что мы все когда-то назывались нахчматяне, нахчу. Вот. Цуринцы, галгаи, назрановцы, цонтуроевцы, биноевцы и так далее, и так далее. Вот. Нас всех объединяло одно название – Нохчи. Вот. Но 250 лет назад, в связи с тем, что ингуши по каким-то соображениям не захотели бороться за свою свободу, откололись от чеченцев и стали, значит, воевать, охранять интендантские обозы
российских войск оккупационных против чеченцев, кабардинцев, черкесов там, и так далее. Вот, с тех пор, видимо, ингуши на уровне такой своей племенной ментальности закрепили факт, что они враги чеченскому народу. Я так это понимаю, иначе понимать невозможно. По, значит, ролику, по высказыванию этого мудрого старца, который, видимо, и в молодости был глупцом состарился. Вот. Докатился до такой степени лжи, за него просто стыдно. Стыдно за мужскую породу вообще, слушая этого Султыгова. Вот. Потом во втором ролике я просмотрел, ну там вообще, я говорю, опять я чуть волком не выл, смотря этот ролик. Там он уже от себя говорит о чеченцах, там, что они не единый народ, что они собраны из всяких там калмыков, кумыков, русских там и так далее, и так далее. Вот. Ну, просто натурально оскорбляет. Натурально. Вот. В связи с этим и в связи с вновь открывшимися фактами я приношу свои глубочайшие извинения от чеченскому руководству, Кадырову, Даудову, Делимханову, всем, кто был задействован, кто участвовал в разборке вот этой ситуации с убийством ни в чем не повинного полицейского. Вот. Действительно, эти два парня 1000%, не 100, а 1000% члены террористической организации ИГИЛ. Вот. И, в общем, заявление однотейповцев, погибших ребят, тоже резонный, очень резонный. Вот. В общем, для меня это будет, да, примером. Вот. А Кадырову, Даудову и остальным вот, участникам разбора этой ситуации я желаю успехов. Так держать, ребят. Молодцы вы. Вот. Просто у меня отдельная просьба вот этого министра обороны, якобы бывшей Ичкерии, Хамбиева. Хамбиева не выпускайте больше, ради бога, ни по какому поводу. Вот, даже там о видах на урожай, там, о молодежной моде, о погоде, пусть он не говорит. Махицейши, телевидение, отберите у него все эти телефоны, там, все эти гаджеты. Нельзя этого делать по многим причинам. Вот. Это отдельная просьба. И вообще не упячивайте Бену тейп, ваш тейп, Бену тейп ничуть не лучше, может быть, не хуже, но и не лучше ни в коем случае других тейпов. Других тейпов, которые выдвинули из своей среды выдающихся, всемирно известных полководцев, таких как шейх Мансур, Шуайб Мулла, Цонтуроевский, тактику лесного боя, которую изучают до сих пор, говорят, в некоторых академиях Генерального штаба мира. Вот. Бейбулата, Таймиева там, и так далее. Такой же тейп. Не надо кичиться количеством своих однотейповцев. Нельзя кичиться чеченцу, во всяком случае. Чая нохчевеля. Цундей, вот отдельно я хочу обратиться к Кадырову. Рамзан, дейла паямарадя. Просто не давайте ему больше возможности говорить. Вот. Тут, например, Муса, ты не видел, как оскорбляли Беной? Кто оскорблял? Беной оскорблять-то основания ни у кого. Беной такие же молодцы, как и все остальные чеченские тейпы. Они
всегда во всей чеченской истории, как часть, достойная часть чеченского народа, всегда боролись за свободу. Беной тоже всю Чечню оскорбляли. Как Беной тоже оскорбляли Чечню? Я ничего не пойму уже. Моя голова уже, видимо, плохо варит. Одни говорят: так, Муса, ты не видел, как оскорбляли Беной? Следом пишут: Беной тоже всю Чечню оскорбляли. Так. Хамбиев такой же чеченец, как и все, и он имеет право на свое мнение, как и ты, как и я. Ну, правильно, мнение имеет, но он говорит не впопад. Беной дует, дует, 10 тысяч штуков, это есть, конечно, штыки сейчас у всех есть. Вот, похлеще, чем у Беной. И мы все одинаковые. Беной дикпу, уж дикпу, мосу дикпу. Значит, а вот Кадыру у меня, к Давуду, Делимханову, вот, и остальным у меня предложение такое, чтобы как-то, раз и навсегда определиться, кто есть кто и как нам относиться вообще к ингушам, как к народу уже отдельному, совершенно отдельному народу, исторически с нами не связанному совершенно, и всегда нам противостоящему до сих пор, к сожалению. Они ведь до сих пор гордятся, что этот же Серяждин, оказывается, выступал на митинге и говорил, что ни одного сражения российских войск не проходило без участия и ингушских воинов. И Ахмадуи, надо было весь Кавказ, когда воевал за свою свободу, они с оккупантами вместе были. Эти позорные страницы надо было вообще скрывать. Ну ладно, это их проблемы. Так вот, Рамзан, обратись так по-хорошему к ним и предложи им вот однажды высказать свое мнение. У них же есть совет ингушских племен, ингушских тейпов они называют. Пусть вот совет ингушских тейпов вот, однозначно осудит помои, вылеты на чеченцев. Что чеченцы там произошли не от этих, от других, от третьих, что они Özdil, у них нету, что там, и так далее. Вот пусть совет ингушских тейпов выразит свое мнение, значит, в отношении Абадиева, Бузуртанова, Кадзоева, вот этого Серяждин, совершенно выжившего из ума, видимо. Вот. Ни к чему их не обязывая, просто пусть выразят свое отношение к ним. И если они однозначно не осудят, наконец, вот этих вот помощников, этих шакалов, да, то мы должны знать, что ингуши, они не только нам, не братья, а вообще они никто для нас. Вот, они очень неудачные соседи, враждебно настроенные. А вот эти чириканье отдельных там стариков, вы вежери дую, мы братья, это не прокатит. Это не должно прокатывать. Вот, на уровне союза ингушских тейпов они должны выразить свое отношение вот к этим помойщикам, вот, которые изготавливают помои против чеченцев. По чьему заданию мы знаем. Призывают казаков объединиться с ингушами против чеченцев. Вот, это есть тоже видеоролики. Чеченцы никогда, повторяю, не оскорбляли ингушей, никогда не обращались ни к казакам, ни к кому иному, вот, объединиться с чеченцами против ингушей. Вот, до такой
низости ни один самый сумасшедший чеченец не догадался, не докатился, вернее. Вот, Рамзан, и предложение Асан так, в вежливой, галантной форме. Вот, мы, скажи, не вынуждаем вас строить свой ответ там, подстраиваясь под наше настроение, под наше мнение, под наш менталитет. Вот как вы считаете, вот этих, там сколько их там, 5-6 выродков, вот, ну ты так более элегантно можешь выразиться, этих 5-6 помойщиков, скажи. Вот, как вы к ним относитесь? Вот, сообщите нам срочно. Вот, допустим, ну, в 2-недельный срок. Нам надо определиться в конце концов, кто у нас сосед, с кем мы соседствуем. Вот, вот такое у меня предложение. Я еще раз глубоко, ну просто дико извиняюсь, Рамзан, перед тобой, Даудов, ну, лорд который, вот, лорд перед тобой, Делимханов перед тобой, перед всеми, кто, значит, участвовал в разборе вот этой ситуации печальной. Вот, я перед всеми, перед вами нижайше просто извиняюсь, и впредь вот такого журналистского ляпа я не допущу до Амала. Буду пытаться разбираться досконально, а потом только выражать свое мнение. Вот с чем я хотел выйти в эфир. Да, Диккенс, Адерсдел, да, лучше нах тешбек,